Анатолий на Сокольский завод «Грандстрой» пришел 1,5 года назад. Тогда, вспоминает, здесь только начинали избавляться от старых проблем. Изношенное устаревшее оборудование, всего лишь один цех, штат чуть больше 30 человек, маленькая зарплата. Как только предприятие перешло в собственность новому владельцу, дела буквально пошли в гору. Сами видите, 2 цеха, 4 бригады уже по переработке древесины, 2 смены на лесопильном цехе. Работаю. Там тоже человек. Сейчас на лесопильном 2 новых станка, многопильные стоят. В новом цеху все оборудование с нуля. Почти обанкротившийся завод был куплен на торгах и сразу же стал частью крупной группы компаний. За 2 года количество рабочих мест в Сокольском Грандстрое увеличилось почти в 5 раз. Минимальная зарплата на производстве – 15 тысяч рублей. Сейчас здесь работает около 150 человек, жители Сокола, Кадникова и других ближайших населенных пунктов. Получается, что нету других проблем, кроме как сырьевых. Производственных нет, человеческих нет, бытовых нет. Получается сырьевая база. Лесфонд в Сокольском районе исчерпал себя, и вот мы уже переходим на более отдаленные районы, чтобы вести переговоры по заготовке леса уже в более далеких районах. Деревообрабатывающий бизнес – это бизнес сезонный. Все потому, что возникают проблемы с сырьем. Например, весной его может не быть из-за половодья. Для этого, чтобы не было простоя, лес заготавливают и размещают на территории завода по 15 тысяч квадратных кубометров общей стоимостью в 50 миллионов рублей. После производства половина древесины становится непригодной. Ее отправляют в отходы. Даже несмотря на запасы, сырья все равно не хватает. К решению проблемы готово подключиться правительство области. Сейчас мы будем и выносить на правительство Вологодской области, на соответствующий департамент, чтобы помочь этим предприятиям, потому что это не одно только предприятие сейчас в такой ситуации. Это много этих предприятий, тем более направленность деревообработки города Сокола, она, как она есть, будет, и предприятия эти существуют. Так что будем решать этот вопрос. Сейчас самая главная проблема – это сырье. А вот что делать с отходами, руководство предприятия уже придумало. Ими отапливают котельные. Так, например, делается в самом Грандстрое. Уже сейчас ведутся переговоры о том, чтобы деревянное топливо обогревало и жилые дома в Соколе. Павел Громов, Василий Папурин. Новости Вологды.